Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. После 2 лет празднования дистанционно в этом году Первомай соберет якутян на главных улицах сел и городов региона. В праздничном шествии примут участие все трудовые коллективы. Как права трудящихся защищаются в регионе? В гость-студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Якутии. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Чем отличен нынешний Первомай? Ну, прежде всего тем, что, как вы сказали, 2 года у нас, к сожалению, в связи с этой пандемией не проходило. Ну и у нас достаточно тема в связи с событиями на Украине, но более так политизирована. Но, с другой стороны, в любом случае мы все равно основные лозунги – это по защите прав трудящихся. Вот в таком формате будет. Угу. В России 1 мая впервые отпраздновали в 1890 году. И назывался праздник тогда День международной солидарности трудящихся. Когда 1 мая отметили впервые в нашем регионе? Ну, вообще-то в 1890 году это была первая стачка, и не в России, ну, в российской державе, так скажем, да, тогда Польша, большая часть Польши входила в состав России, и вот в Варшаве прошла стачка. Ну, а так, до революции она была запрещена, вы знаете, там маевки, да, под лозунгом, под маевками подразумевалось сбор, да, там и политические лозунги выдвигались. Ну а так в 1918 году еще было провозглашено празднование 1 мая, но там праздник был интернационал. Только потом уже было принято решение Международного дня солидарности трудящихся. Ну а если взять Якутию, то, конечно же, еще до февральской революции проходили вот такие маевки. Вы знаете, что у нас очень много было полицейных, и на основе с ними они проводили. А так уже с 2017 года с созданием профсоюзов после этого уже начали проходить демонстрации и шествия, да? Ну, уже с 2018 года, как я уже сказал. Сколько в этом году трудящихся региона примут участие в праздничных демонстрациях? Ну, здесь вопрос такой сложный по подсчету, потому что мы заявились на 50 и по городу, а в целом по республике это не менее 100 тысяч. Да? Ну, конечно, все будет зависеть от погоды, как будут выходить. Вообще-то мы намеревались даже рассмотреть вопрос только митингов. Но трудовые коллективы, наши профсоюзные организации настояли на том, чтобы провести шествия и митинги. Поэтому в большинстве районов пройдут шествия и митинги. Ага. Ежегодно праздник проходит под единым лозунгом. Этот 1 мая также по традиции посвящен единой теме? Да. Потому что, в целом о проведении всероссийской акции было принято решение исполкома ФНПР еще в феврале месяце, в начале февраля. Ну а потом уже 4 апреля Комитетом солидарных действий было принято решение провести под лозунгом «За мир, за труд, за май», поддержку президента и наших вооруженных сил. Вот поэтому здесь тема достаточно серьезная. Ну и связанная с санкциями, конечно же, это сохранение рабочих мест. Ну, у нас в республике более-менее ситуация на рынке труда стабильная, а вот в целом по Российской Федерации буквально сегодня вышло сообщение, что международный аэропорт Внуково уже будут сокращать. Уже на простой людей отправляют, около 2000 намеревается к сокращению. Поэтому и у нас достаточно много в целом по Российской Федерации зарубежных компаний было. И вы знаете, что они приостанавливают работу. Поэтому здесь, конечно же, мы даже на прошедшем Генсовете приняли решение и обратились к президенту страны о национализации зарубежных компаний, которые вообще остановят свою работу. Потому что в этих компаниях достаточно много, несколько тысяч человек, и, конечно, первостепенная задача – это сохранить рабочие места в таком формате. Ну, до 1 мая у нас еще Якутия отметит юбилей. Скажется ли этот факт на параде? Может быть, какие-то будут атрибуты особенные? Нет, это обязательно. Если взять республику,
то, конечно, это основной лозунг — это столетие нашей республики. Ну и, вы знаете, логотипы однозначно будут использоваться. Ну и другие актуальные темы и лозунги будут. Мгм. Как обстоят дела с правами трудящихся в нашем регионе? К примеру, вмешиваются ли профсоюзы в деятельность предприятий, где происходит задержка заработной платы и нарушаются права граждан? Ну, это, конечно, однозначно. Но хочу сказать, что в бюджетной сфере у нас нет. Мы постоянно, ежемесячно это мониторинг проводится, задержек заработной платы нет. В хозяйственных субъектах по-разному, да, но в большинстве своем, где нет профсоюзов, вот это выявляется. Поэтому у нас есть межведомственная комиссия правительственная, где мы также представлены. И в последние годы у нас очень тесная работа с прокуратурой. Конечно, даже мы иногда от них узнаем, что идет какая-то задержка заработной платы, даже в тех организациях, где присутствуют профсоюзы. Поэтому, если такое происходит, мы с отраслевыми профсоюзами эти дела рассматриваем, почему, по какой причине и по знанию профсоюзов были задержки и не заявленные в установленном порядке. Вот здесь, конечно, мы принимаем самое активное участие. По данным Росстата, средняя заработная плата в регионе составила в январе этого года 81 тысячу рублей. Какой процент трудящихся имеет такой заработок, ну и в каких отраслях? Ну, здесь как среднюю температуру по комнате, да. У нас в добывающей промышленности достаточно высокий уровень заработной платы. Ну, на этот год, на 1 января, было 131 тысяча. Ну, уже если взять другие отрасли, если в сельском хозяйстве, то это 48 тысяч. Если взять бюджетные организации, у нас самая высокая зарплата у здравоохранения, в среднем это 80 тысяч. По образованию около 60 тысяч, по культуре 60. Поэтому здесь достаточно различно. Поэтому основной вот это дает у нас добывающая промышленность. Ну, вы знаете, алмазы, золото добывающие, нефть и газ, конечно, у них зарплата выше. Поэтому выходит, как будто у нас средняя заработная по 80. И люди иногда возмущаются. Поэтому мы, когда встречаемся с коллективом и разъясняем, мы всегда говорим о том, что по отраслям различная картина. Ну и если взять у связистов, да, как бы вот 80 тысяч, да, но когда мы говорим о том, что встречаемся, то в ФГУ Почты России у них почти на минимальном уровне заработной платы. Ну вот, кстати, об отраслях, где может быть самая низкая зарплата, как вы считаете, где было бы полезно ее повысить? Ну, в отраслях, конечно же, если взять, мы вообще вот в учет статистики не берется индивидуальные предприниматели и сельское хозяйство, да, ну где там фактически, ну, на краю, говоря, хочется сказать, что у нас, если 34 тысячи минимальный размер оплаты труда, то где-то так. Но ниже уже никто не должен получать. Да, ну ниже уже нельзя просто, да? Да. В регионе действует трехсторонняя комиссия от представителей органов исполнительной власти, Союза работодателей и профсоюзов. Какие вопросы обсуждались на последних заседаниях комиссии? Ну, это у нас, да, плановая работа. Хочу отметить, что эффективность, мы ежегодно подводим итоги, эффективность достаточно высокая и считается вот, ну, эффективным, да. На последнем, вот как раз на прошедшем, мы рассматривали вопросы вот, ситуации на рынке труда, потому что это очень актуально, как я уже говорил, она более-менее стабильная. Но все равно рост безработицы у нас достаточно высокий, особенно в сельской местности. Рассматривали вопросы вот как раз роли профсоюзов, социального партнерства под колл-договорной компании. Это основные документы, которые регулируют отношения работодателей и работников. Почти 1/3 Трудового кодекса идет отсылка на коллективные договора. Но хочу сказать, что где профсоюзы, почти 97% идет хороший охват коллективными договорами. Здесь немножко предыдущие года в связи с пандемией немножко снижался, но уже растет нормально. А так у нас 2839 первично профсоюзных организаций, и вот коллективными договорами охвачено более 200 тысяч. Ну, надо понимать, что это работающие, да. Есть, конечно, если взять в целом занятые, это более 400 тысяч, почти, ну,
мы малую половину профсоюзом охвачены, поэтому работы здесь предостаточно. Сколько в регионе на сегодня профсоюзных организаций? Во всех или трудовых коллективах организованы профсоюзы? Да вот, как я уже сказал, не во всех, к сожалению, особенно мы не представлены в малом и среднем бизнесе. Ну, там есть свои сложности, да, ну, стараемся, потому что и другие вот, привычные наши отрасли, и в здравоохранении, и образовании, очень сейчас много частных и клиник, и школ, поэтому надо с ними работать. Но, поэтому здесь поставлены перед членскими организациями в своих отраслях все-таки нарастить. Буквально недавно у нас состоялась отчетно-выборная кампания «Алроса». Вы знаете, там реорганизация очень сильная проходила, были выводы, ну, вышли из профсоюза, были организованы профильные предприятия организации, и сейчас они поставили перед собой задачу возвратить их в профсоюзную организацию. Ну и последний вопрос, Николай Николаевич, что бы вы пожелали трудящимся нашего региона? Ну, конечно же, прежде всего это солидарности, сплочения. Сложные вот сейчас времена, поэтому нам надо всем объединиться вместе. Конечно, мы можем решить многое, сплотиться вокруг нашего президента, вокруг нашей главы Республики Саха-Якутия, потому что сейчас, на наш взгляд, принимаются очень хорошие решения, чтобы была стабильная социально-экономическая ситуация и в республике, и в стране. Поэтому мы это всецело поддерживаем, но все равно будем отстаивать свои права в части повышения оплаты труда. Ну, по уровню вот, инфляции индексация должна быть. Ну и, конечно же, пожелать всем крепкого здоровья в наше время, да, и хорошего труда. Николай Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Поздравляем вас с наступающим Днем Республики, ну и, конечно же, 1 мая. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.